Я не забуду никогда, как один из них мне сказал, это был, наверное, такой комплимент с его стороны: «Ты у нас в парламенте единственный мужик». И мне было немножко смешно, но в то же время и приятно. Родители для меня – это очень светлые люди, тем более, что мне довелось родиться в такой очень интересной семье. Мой отец был таким большим патриотом Абхазии, и в то же время он участник Великой Отечественной войны, и сделал себе такую очень удачную карьеру в Москве, а потом вернулся на родину, и здесь тоже он занимал очень ответственные посты. Это для меня очень близкий человек, потому что я чувствую, что очень много во мне его качеств. Ну и папина дочка. Ну, скорее всего, да. Вот у нас в семье очень интересно. Мой брат больше похож на маму по характеру, а я больше на папу. Вот так у нас получилось. От мамы у меня, наверное, то, что я стала историком, получила образование, и даже, как и мама, стала этнографом. Мама у меня была довольно известным абхазским этнографом, и, естественно, она меня заразила вот этой любовью к этнографии. Я и до сих пор считаю, что это очень интересная наука. Я родилась в Москве, и 10 лет я жила в Москве, потому что мой дедушка был такой Куршид Шамба, он был репрессирован в 1937 году, и перед этим вся семья переехала в Москву в надежде на то, что удастся там от Берия как-то спрятаться, потому что Берия лично возненавидел моего деда, который был очень удачливым бизнесменом даже в те годы. Ну, это было во времена НЭПа. И он был достаточно богатый, и, видимо, Берия это очень раздражало, что вот есть такие абхазы, какой-то там Хуршид Шамба, такой богатый. И вся семья переехала, это семья моей мамы. Они переехали в Москву, и, ну, тем не менее, и там его тоже достали и арестовали. И он 18 лет просидел в лагере в Казахстане. Но, слава Богу, вернулся. Так что мое детство прошло там, и только вот когда после смерти Сталина мы переехали в Абхазию. Я училась в московской школе. Кстати, очень светлый человек была моя первая учительница Елизавета Дмитриевна, вот до сих пор помню. И я помню, что вот удивительно, я тогда была одна, не русская в классе, но тем не менее, вот тогда не было никаких вот этих национальных вопросов. Мы все очень были дружны. Так что я очень хорошо вспоминаю мое московское детство. Я жила в самом центре Москвы. Это было в районе библиотеки имени Ленина. Там была такая улица Маркса и Энгельса. Это недалеко от Арбата. И я там родилась, и мы жили в коммунальной квартире, в комнатке такой небольшой. Ну, и все абхазы, которые приезжали в Москву, как правило, у нас останавливались, и, в общем, мы с ними общались постоянно. Так что я с детства вот среди абхазов, хотя я жила в Москве. Окончив исторический факультет Московского университета, кафедру этнографии, я потом ни одного дня не работала по этой специальности. Возвратившись после учебы в Абхазию, я стала работать в газете «Советская Абхазия» в идеологическом отделе. Но это тоже очень хорошая школа была для меня. Я научилась четко излагать свои мысли.
Я поступила в аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР. Это тот самый институт, где Владислав Григорьевич работал после окончания аспирантуры там же. И там, кстати, приехав туда, я с ним познакомилась, и мы с ним очень хорошо общались, и он мне давал советы. А у меня, так сложилось, был научный руководитель, профессор Григорий Львович Бондаревский, востоковед, известный, к сожалению, сейчас его уже нет в живых. И он в свое время вывез из Индии очень ценные документы, ну, копии, естественно, Национальный архив Индии. Это было связано с периодом британского владычества в Индии. И, в общем, там были такие уникальные документы, письма Керзена и других известных политических деятелей. И вот среди этих документов был такой большой пласт документов касательно стран Персидского залива. Британская колониальная политика в Бахрейне, Катаре и других государствах Персидского залива. И мой руководитель мне предложил вот выбрать какую-то из этих стран и начать работать над этим. Потому что тогда в Советском Союзе практически не было специалистов вот по этим странам. И я выбрала Катар. И я написала диссертацию на основе вот этих документов Индийского национального архива. И защитилась в Москве, тоже в Институте востоковедения. Но так сложилось. Потом я переехала в Ереван по семейным обстоятельствам, и как-то там никого эта тема не интересовала. Правда, иногда меня приглашали оппонентом на защиту диссертации. А так вот пришлось заниматься совершенно другим. Я, работая в Ереване, преподавала историю СССР на подготовительном факультете для иностранных граждан Ереванского университета. И там я преподавала афганцам, студентам из Лаоса, Вьетнама и вот таких стран. И мне приходилось людям, которые еле-еле говорят по-русски, объяснять, используя там иногда английский язык, объяснять им вот какие-то важнейшие моменты истории СССР. В те годы в Сухуми была такая великолепная атмосфера, по крайней мере, вот я так ощущала. И вот, что меня тоже очень трогало, как-то никого не интересовало, там, у кого какая национальность, мы просто дружили. И это вот то, что мы утеряли, к сожалению, за эти 80-е, 90-е годы, вот тогда вот этого совершенно это ощущалось очень все позитивно. И Сухум был такой вообще очень приятный город и со своими такими специфическими особенностями, настоящий южный город. Была такая особая порода людей, сухумчане. И как-то вот были какие-то удивительные такие специфические черты. К сожалению, очень многое утрачено. Я помню, вот это такое культовое место, ресторан «Амра», где мы все наверху любили сидеть летом, мы пили кофе, и там собирались такие интересные компании и вели очень такие интеллектуальные беседы. Собиралась молодежь самых разных национальностей и с разными взглядами на жизнь. Но было очень интересно. Но вообще-то то, что связано с репрессиями, все-таки это очень как бы из Грузии шло, из Тбилиси. И поэтому, знаете, это тоже одна из причин, почему вот наш грузино-абхазский конфликт, он такой вот глубокий и трудноразрешимый. Потому что для нас олицетворением вот этих всех репрессий были грузинские власти. И то, что и Берия, и Сталин были грузинами, это, конечно, наложило свой отпечаток. Я пока не вижу таких перспектив, чтобы
мы смогли с грузинами строить такие равноправные, добрососедские отношения, потому что все-таки во многих грузинах сохранилось вот это представление об абхазах как о каких-то младших братиках, таких несмышленышах. Вот если они научатся нас уважать и видеть в нас равных себе, то тогда может что-то и изменится к лучшему. А сегодня, если мы для Грузии это оккупированная территория, то, извините, это просто бред. Мы же не считаем себя оккупированными. Как можно вот так нас видеть? Я была не системной, я никогда не была членом КПСС, и я пришла в политику только благодаря своей работе в Айтгылара. Если бы не Айтгылар, если бы не вот эти вот драматические события, которые вот накануне войны мы все пережили, то я бы никогда даже и не думала о том, чтобы идти в политику. Я была просто преподавательницей университета, доцентом, я была мамой, женой, и вся моя деятельность ограничивалась вот моей семьей в основном. Но когда вот начались эти события, в это время, кстати, я жила в Ереване, когда там вот эти карабахские события, и вы знаете, у меня вот была такая вот интуитивное такое предчувствие, что то же самое может начаться и в Абхазии. И поэтому вот я как-то убедила супруга, и он меня поддержал, и мы переехали в Абхазию. И вот как раз, когда мы переехали, тут вот и началось, 89-й год. И я вот поэтому, мне показалось, что я нужна политике, что я что-то смогу сделать. И это все благодаря Айтгылару, потому что если бы я не была там, я бы никогда даже и не думала о том, чтобы баллотироваться. И когда мне предложили баллотироваться, причем на мою долю выпал такой очень сложный район, это новый район, где население было этнически пестрым, и к тому же у меня оказалось 3 конкурента мужчины. Но тем не менее, вот благодаря поддержке моих единомышленников из Айтгылара я смогла выиграть, правда, только со 2-го захода. Тогда не было страшно. Вы знаете, может быть, я наивный человек, я до последнего не верила, что начнется война. Я помню, вот бедный муж Нихварский наш, просто я считаю, это один из самых таких героических персонажей наших. Муж, когда я с ним общалась, вот приехав в Абхазию, он меня убеждал, что, наверное, будет война. А я ему тогда не верила. Мне казалось, что мы все же сумеем как-то найти с грузинами общий язык. А он был уверен, и он оказался прав. Это страшно мне было только, когда началась война. До этого я как-то до последнего все же надеялась на лучшее. Да, это был, конечно, наверное, один из самых трагических дней нашей истории. И я помню, как Владиславу Григорьевичу было тяжело, потому что матери этих погибших, чьи трупы грузины отказались выдавать, они вот страшно были возмущены, довольно некоторые из них были агрессивно настроены. Но он сумел как-то вот преодолеть это, и, конечно, мы все были рядом с ним. И в итоге нашлась одна мудрая женщина, которая сказала, ну пусть они их похоронят там, сами, это все равно наша земля. Так что мы сумели это преодолеть. Но, конечно, я очень сопереживала Владиславу Григорьевичу, потому что главная ответственность лежала на нем. И все наши промахи, все это таким тяжким грузом лежало на его плечах, что именно поэтому, я думаю, он и заболел. Но я даже не могу себе представить, чтобы во время войны, вот когда над нашей страной такая угроза нависла, чтобы мы как-то не нашли общего языка. Конечно, у нас в Верховном Совете были тогда разные мнения по разным вопросам. Даже я помню, вот когда
было перемирие летнее. Не все были согласны, потому что тогда мы очень успешно развивали наступление. И некоторые депутаты считали, и я в том числе, что сейчас объявлять перемирие – это очень странно, что мы должны освободить нашу землю. Но Владислав Григорьевич, видимо, он знал больше, чем мы, и мог более правильно анализировать ситуацию, и он сумел нас убедить, что нужно принять такое решение, и мы согласились с этим. И, как оказалось, это все было правильно. Настоящий политик – это тот, который на несколько ходов вперед может видеть, и он это умел. Так что я не думаю, что это везение. Если бы он был такой везучий, то, может, мы как-то сумели бы без войны обойтись. А первые дни войны, вы знаете, как это было тяжело, когда мы все были в Гудаута, большая часть депутатов была в Гудаута, и первое время были такие настроения: мы не сможем выиграть это, мы должны найти какой-то общий язык. Я тоже понимаю, даже женщины приходили, говорили: вы наших сыновей можете уничтожить. И первое время были такие панические настроения, но потом, вы знаете, наш народ все-таки мудр. Они осознали, что если мы не будем сопротивляться, то мы тогда просто все погибнем. Вы знаете, когда я была депутатом, я тогда была намного моложе, чем сейчас, и иногда я тоже была очень такой агрессивной даже, и даже некоторые мои коллеги как-то побаивались моей такой реакции. Я не забуду никогда, как один из них мне сказал, это был, наверное, такой комплимент с его стороны: «Ты у нас в парламенте единственный мужик». И мне было немножко смешно, но в то же время и приятно. Сейчас я научилась быть более мудрой, наверное, если это, может быть, не скромно так говорить, но сейчас я стараюсь всегда находить какое-то приемлемое для всех решение, чтобы не было конфликта, а был какой-то компромисс. Как раз по-абхазски, я думаю, это находить компромисс ради своего народа. А другое дело, когда ты с врагом имеешь дело, тут надо выиграть. Но что мы можем выиграть, если у нас внутренний конфликт? Тут никакого выигрыша не может быть, тут только проигрыш со всех сторон. Поэтому я надеюсь, что нашему народу хватит мудрости как-то договориться. Вы знаете, мне кажется, наша политическая система все-таки себя уже изжила. То, что было во время войны и сразу после, когда один человек, в общем-то, нес ответственность за все и принимал решения, это уже прошло. Сейчас, я думаю, должно быть какое-то перераспределение властных полномочий, и должно быть не так, что победитель получает все. Это очень для абхазов, мне кажется, неподходящий принцип. Поэтому я думаю, что мы должны перейти к такой системе, чтобы и те, кто проиграл, чтобы они тоже нашли какое-то место для себя. Я думаю, что сегодня в Абхазии есть определенный дефицит таких политиков, которые умеют договариваться, и вообще некоторый дефицит профессиональных кадров. То, что у нас отсутствуют социальные лифты для молодежи, это очень большая проблема. И я, кстати, часто в общественной палате говорю об этом, и мои коллеги, как правило, все с этим согласны. И поэтому, вы знаете, наши молодые люди, если они хотят себя как-то проявить, есть только для них один путь – это создать какую-нибудь партию или общественное движение. Я думаю, что нужно искать какие-то другие варианты, где бы они могли бы себя как-то проявить и самоутвердиться. Но обучать обязательно надо элиту. Но для того, чтобы иметь эффективную демократию, нужно иметь политическую культуру. Потому что надеяться на
то, что вот люди будут постоянно на сходах решать всякие такие жизненно важные вопросы. Это совершенно не тот путь. Сход – это нечто такое чрезвычайное. Это когда угрожает всему этносу какая-то страшная угроза. И этим спекулировать, мне кажется, неправильно. Надо находить какие-то другие формы, вот, чтобы оппозиция могла выразить свою позицию и добиться какого-то вот решения, чтобы власть учитывала и мнение оппозиции. Я считаю правильным вот те разговоры, которые сейчас идут, о том, что надо принять закон об оппозиции. Правильно, чтобы люди понимали, что можно, что в рамках закона, а чего делать нельзя. А вот эта спекуляция народным сходом, это очень неправильно. Это даже, мне кажется, как-то идет вразрез с нашей традиционной абхазской культурой, когда сход это было вот что-то такое вот для всего народа, а не для каких-то групп отдельных. Я абсолютно вот согласна с этим. Мы же в 1999 году создали Ассоциацию женщин Абхазии, такая общественная организация. И вот одной из первых идей было выйти с такой инициативой, поставить где-нибудь, правда, я не подумала, вот где место мы не определили, но решили, что женщина с тачкой – это как символ вот послевоенной Абхазии. На самом деле вот не оценить роль, которую сыграли женщины, это, по-моему, очень неправильно и несправедливо. Ведь мы же все знаем, что после войны большинство мужчин находилось в таком, ну, можно сказать, измученном состоянии. Одни были ранены, другие, к сожалению, пристрастились к каким-то плохим привычкам. И мужчинам нельзя было выезжать за границу, мы все это знаем. И женщине пришлось взвалить на себя всю ответственность за выживание своих семей. И я думаю, что они с этим справились, и мы должны быть им очень благодарны за это. И вот недавно при поддержке организации программы развития ООН мы провели социологический опрос, это Ассоциация женщин Абхазии. Мы пытались выяснить, как живут сегодня сельские женщины в Абхазии. И кто играет ведущую роль вот в хозяйстве сельском. И вы знаете, мы пришли к выводу, что основная нагрузка сегодня тоже лежит на женщинах. Семья на них, престарелые родственники на них. Они занимаются огородом, они занимаются скотом домашним. В общем, женщина продолжает нести вот это непосильное бремя забот. И я думаю, что государство должно как-то помочь этим женщинам, облегчить их жизнь. Женщина за рулем для Абхазии – это вполне обыденное явление, а вот женщина за рулем государства, я пока, к сожалению, этого не представляю себе. Мне кажется, что мы даже не вперед идем в этом направлении, а назад. В советское время я очень хорошо помню, какие были вот известные и очень авторитетные женщины среди таких руководителей высокого ранга. Любовь Назадзе, была Нелли Трапш и очень много других женщин, которых все очень уважали, которые занимали такие очень высокие по тогдашним понятиям посты. А сегодня, к сожалению, все меньше и меньше женщин на таких руководящих постах. Как правило, женщина – это там какой-нибудь заместитель там, или зав. Отделом. И часто очень даже в политических партиях роль женщин сводится к тому: девочки, пойдите кофе сварите для нас. Вот это все как-то, честно говоря, мне очень не нравится, потому что я считаю, что демократия без равенства мужчин и женщин, она не будет полноценной. Преимущество общественной палаты в том, что там в основном работают люди, которые как бы не хотят идти во власть. У них нет вот, в основном таких далеко идущих планов. Как правило, это люди, которые уже были во власти или и не собираются туда идти. У нас есть бизнесмены,
Парламент – это совсем другое, это все-таки власть. А общественная палата, она может держаться только на своем каком-то авторитете, если, конечно, он у нее есть. И еще очень важный момент, то, что в общественной палате люди работают совершенно безвозмездно. Туда идут те, которые не хотят заработать или там куда-то прорваться во власть, а хотят просто вот обсуждать какие-то важные вопросы и находить пути решения проблем. Я не говорю, что это всегда удается, но мне кажется, если власть будет как-то поддерживать решение общественной палаты, то и они будут как-то больше выполняться. Вот мне бы хотелось, чтобы мы наладили более тесное взаимодействие с нашим парламентом. С этим составом пока как-то не очень получилось, хотя со спикером у нас такие очень хорошие рабочие отношения. Но, может быть, следующий парламент сможет найти какие-то пути взаимодействия, потому что у нас есть люди с большим политическим опытом, есть грамотные бизнесмены, есть силовики бывшие. Так что мы можем вполне участвовать в экспертизе каких-то законопроектов. Сегодня, вот, к сожалению, мне кажется, что некоторые законы, которые выходят из парламента, они немножко бывают скороспелыми и как-то не очень хорошо продуманными. Вот этого бы не было, если бы они все проходили общественную экспертизу. Вы знаете, критические ситуации вот как-то стали в последние годы появляться. Не могу сказать, что палата прямо все разрулила, но, по крайней мере, палата создавала возможности для диалога, и такой диалог проходил. И, кроме того, мы давали возможность и руководству страны, и оппозиции высказать свои какие-то предложения, идеи и претензии. Это тоже важно. Я вам скажу откровенно, я ненавижу вот этот Facebook, хотя я в нем, меня нет там, и я специально, меня иногда уговаривают, ну зайди там, интересно. Я говорю, я не хочу, потому что я боюсь, что я разочаруюсь во многих людях, а я этого не хочу. Честно говоря, мне тоже это кажется очень опасным. Люди в Фейсбуке говорят друг другу то, что они никогда не скажут при личной встрече. Зачем вот это нужно? Если ты хочешь с человеком пообщаться, что-то ему там высказать, ну поговори с ним просто вживую. Вот мне это непонятно, что за страсть. И еще, знаете, выкладывать все свои фотографии, даже иногда довольно интимные, в Инстаграм. И вот для чего это? Не знаю, я этого не понимаю. Я не люблю свою вот личную жизнь как-то на показ выставлять. Ну, видимо, это обратная сторона глобализации. Ну, это не самая хорошая сторона глобализации. Мы, конечно, меняемся, но как нам при этом не утерять что-то хорошее, что у нас есть? Почему никто не просчитывает, какое влияние это вот на то же Апсура оказывает? Вот правильно, ученые наши должны изучать эту проблему. Это очень важно, и мы можем действительно потерять все, что нас отличает от других. И вот это будет полная глобализация. Я не говорю, что надо запретить социальные сети, ни в коем случае. Но как-то люди должны каких-то придерживаться все-таки норм поведения. Нельзя писать все, что попало. Иногда мне мои друзья присылают вот на электронную почту какие-то выдержки. Просто страшно становится. И после этого с этими людьми, которые это пишут, вообще не хочется общаться. Они очень сильно отличаются. Когда мне было лет 14, я мечтала поступить в какой-нибудь московский вуз и там учиться. Ну и историком хотела стать. Пожалуй, в 14 лет других особых таких не было. Может, потом, когда я стала старше, там какие-то влюбленности появились. Но в 14 лет в основном вот мечта учиться в Москве. Ну а сейчас моя главная мечта – это видеть счастье своих внуков,
Слава Богу, дети у меня хорошие, 2 дочери. И вот хочу, чтобы у меня было побольше внуков, и чтобы они были счастливы и жили в нашей процветающей Абхазии. Бабушка намного добрее к своим внукам. И когда их обижают родители, то я всегда стараюсь их защитить. И мне кажется, это вполне естественно. Все бабушки и дедушки всегда более добры к детям, чем родители. Потому что с возрастом все-таки мы все становимся мягче, и как-то к детям у нас какое-то особо трепетное отношение.